Специалисты Донецкого и Торецкого электротехнических заводов, которые приехали на обучение в Чувашию, получают знания и умения на Чебоксарском электроаппаратном заводе. Сейчас ЧИАЗ производит блочно-модульную подстанцию для Мариуполя. Она в том числе собирается специалистами, приехавшими из Донбасса. Торецкий и Донецкий электротехнические заводы раньше занимались выпуском продукции для добывающей промышленности. Сейчас большой спрос на оборудование для восстановления как промышленности, так и жизнеобеспечения городов и сел. Обучение позволит специалистам из ДНР пользоваться набранным в Чебоксарах опытом при производстве непосредственно уже блочно-модульных подстанций у себя. Мы набираемся опыта на сегодняшний день, чтобы все равно в любом случае специалисты с Чебоксарского завода поедут к нам дальше обучать наших сотрудников. И это большой вклад непосредственно Чувашской республики, Чебоксарского завода в развитие Донецкой Народной Республики, потому что в связи с обстрелами очень много подстанций разбито. И на сегодняшний день это немаловажное событие вообще для республики, такое сотрудничество совместное. Специалисты всю прошлую неделю изучали конструкторскую документацию, принимали непосредственное участие в установке оборудования в работах. Они проявили себя как настоящие профессионалы. Сотрудники Донецкого электротехнического завода на данный момент участвуют в установке оборудования распредустройства в подстанцию 35 киловольт. Город-2 для города Мариуполя. Данное оборудование является небольшим вкладом в общий проект по восстановлению электроснабжения Донбасса. В рабочих моментах ЧИАЗа и Торецкого и Донецкого электротехнических заводов много схожего. Но, как отмечают специалисты с ДНР, в каждом технологическом процессе есть свои нюансы, которые следует изучить для того, чтобы уже потом эффективно работать у себя. У нас, некоторые вещи поразили сразу, объемы, чистота производства, оборудование. Замечательное обслуживание оборудования, каждый на своем месте, бригады созданы точечно, работают. Это нас очень порадовало. Впереди еще 2 недели насыщенной программы обучения. Для специалистов это возможность освоить новые эффективные методы для изготовления необходимой продукции. Милена Алексеева, Георгий Кривошеин, Республика.